Дорогие коллеги, ну, я действительно очень рада сегодня здесь принимать участие вот в этой лаборатории, потому что для меня, ну, с одной стороны, это честь, а с другой стороны, это действительно вызов, потому что это направление, да, вот адаптация городов, и как Зоя уже упоминала, оно развивается, оно достаточно новое, но развивается очень быстро. И поэтому удержать все практики, ну или так или иначе все типы практик довольно сложно. Поэтому задача, которая стояла передо мной, она непростая. И я, собственно, сконцентрировалась на том, чтобы ну вот в большей степени показать основные принципы, как эти практики, на основании чего эти практики создаются. Ну и где-то, может быть, чуть-чуть постараться расширить, что называется, open mind, да, и расширить свое представление, посмотреть, заглянуть в разные уголки мира и поговорить о том, а где что делается. Сразу забегая вперед, я хотела сказать, что, знаете, вот большинство практик, которые я буду так или иначе, о которых я буду говорить, они имеют как бы позитивную сторону, так и спорную сторону. Да? И действительно это очень важно, да, сегодня начать говорить о них, потому что каждая практика, она имеет свои особенности, и вот насколько эта практика хороша, например, для той или иной территории, это нужно решать уже, что называется, всем миром. То, о чем говорила Зоя, при максимальном участии общественности и вот организации такого своего рода диалога. Ну и начиная свою презентацию, я хотела бы остановиться на вот таких вот 3 базовых принципах. То есть вот когда мы говорим про адаптацию городов к изменению климата, нам нужно понимать, а вот в каком направлении мы движемся. И одно из важных понятий, да, что называется, является понятие разгерметизации городов. То есть, если до этого мы строили инфраструктуру, да, максимально вот стараясь, ну, так скажем, заградиться, может быть, да, оградиться от окружающей среды, то теперь логика в другом, в том, чтобы начать управлять потоками воды и воздуха и разгерметизировать вот те структуры, да, городские и инфраструктурные, да, которые на сегодняшний день у нас есть, дать возможность движению вот этих потоков, да, потоков тепла, потоков воздуха, потоков воды течь в том направлении таким образом, как они, ну, максимально подражая природе, да, как они текут вот в естественной среде. Это первый принцип, и мы будем говорить о нем более детально в примерах. Второй принцип, он так называемая ренатурализация городов. Это попытка возвращения ландшафтов к максимально естественным ландшафтам, да, то есть к ландшафтам, которые могут быть устойчивыми, могут быть самоподдерживающимися, самовосстанавливающимися и так далее. В большей степени, конечно, это является, ну, так скажем, подходом, связанным с озеленением. И вот здесь есть, я привела такую аббревиатуру, вот видите, на английском она NBS. Это решения, основанные на природе, или Nature-Based Solution. Это тоже довольно современный такой новый термин, и он появился и в рамках Конвенции по биоразнообразию, сейчас он входит в рамках Конвенции по климату, но тем не менее такие решения – это попытка решить, ну, комплексно, что называется, проблему, да, и проблему, связанную с адаптацией к изменению климата, и проблему, в том числе, сохранения биоразнообразия, может быть, да, городского, да, но тем не менее биоразнообразия. И, конечно, это должен быть системный подход, да, системный подход по тому, каким образом нам нужно выстраивать, ну, как бы всю целостность городской среды, так называемая зеленая инфраструктура. Все больше и больше вот речь идет о том, а каким образом не отодвинуть природу, да, а город вписать в природу и природу вписать в город. И вот это как раз подход, вот, связанный с формированием зеленой инфраструктуры. Ну, решения бывают разных типов, и вы уже можете догадаться, какие это: технологические, природные, но, как показывают вот практики в разных странах, что наиболее эффективными решениями являются комбинированные, да, то есть природно-технологические. И вот здесь я привожу картинку,
которая на самом деле говорит обо всем, о том, что я буду говорить дальше в презентации. Она собирает все разные типы решений. Дальше мы будем только иллюстрировать эти решения. То есть на самом деле вы видите, да, как много зеленого на этой картинке, потому что действительно зеленые насаждения, правильно посаженные и вот так, как это необходимо, они позволяют адаптировать город к изменяющимся климатическим условиям. Кроме того, управление и регулирование потоками воды, да, и вот здесь вот вы видите, например, проницаемые поверхности, да, вот временно затапливаемые территории, городские водно-болотные угодья, да, и так далее, они тоже являются частью вот этой зеленой инфраструктуры. То есть в этом смысле нам, наверное, нужно научиться смотреть, наверное, надевать такие зеленые очки для того, чтобы смотреть на то, как может меняться инфраструктура. Но даже если у нас нет вот такого комплексного подхода в городе, то это вовсе не означает, что не нужно ничего делать и невозможно адаптироваться локально. Локально тоже можно принимать замечательные решения, которые позволяют снизить вот те угрозы, о которых говорила Зоя. Ну, так. Вот буквально несколько иллюстраций о том, каким образом создаются зеленые каркасы городов. Есть несколько подходов, но вот один из подходов – это вот эта картинка, это подход Бориса Радамана, который показывает о том, что нам нужно не столько концентрироваться, да, сколько концентрироваться разумно. И вот здесь вот вы можете обратить внимание, да, это вот центры городов, потом территории достаточно интенсивного пользования, да, здесь вот зоны экстенсивного освоения, там дачные участки, еще что-то, сельскохозяйственные территории. Вот здесь территории живой природы, которые так или иначе должны быть вписаны в вот весь каркас территории, да. И это все должно быть вот гармонично расположено на пространстве ландшафта для того, чтобы мы могли добиваться важнейших задач. Да, и это задачи какие? Устойчивое развитие территории, с одной стороны, интеграция, да, и подражание природе, с другой стороны, для того, чтобы мы могли максимально адаптироваться к будущим меняющимся условиям. А вот эта картинка, это картинка Милана, да, то есть ряд городов Европы в том числе, они принимают сейчас стратегические документы, в рамках которых как раз прописывают, как город может максимально быть устойчивым и климатически адаптивным. И вот вы можете здесь увидеть 8 лучей, это лучи живой природы, да, то есть это некие клинья, которые проходят от периферии к центру города. На периферии вы видите это зеленое кольцо, и это все соединяется со всем, да, что называется. То есть здесь сорганизованы парки, велодорожки и так далее. То есть обратите внимание, человек, например, особенно там в жаркий период, может, используя там вот эти вот территории, достичь центра города или двигаться там в любом направлении практически, с минимальными тепловыми воздействиями, да, так или иначе. Это, собственно, просто для того, чтобы вот как это выглядит, да, как выглядят различные решения, само собой, что это ни в коем мере не является исчерпывающими, то есть существуют разные подходы к созданию экологических каркасов городов. И в Кыргызстане также есть такие примеры. Вот на сегодняшний день разработан проект закона о защите зеленых насаждениях, о зеленых насаждениях населенных пунктов в Кыргызской республике. Это было сделано при лидерстве такой организации, как инициатива Арча, потому что, я знаю, что, скорее всего, вот большинство из тех, кто участвует здесь сегодня в рамках этого зума, так или иначе слышали о замечательной работе Арчи, о том, что была сделана большая исследовательская работа, как устроен на сегодня зеленый каркас города, проведена инвентаризация зеленого фонда и так далее. И в том числе были проведены исследования, каким образом изменяется температура под тенью зеленых насаждений и без них. Да? И вот, к сожалению, проект закона на сегодняшний день остается проектом только.
Но мы, тем не менее, надеемся, что это та перспектива, к которой нам нужно стремиться, и вот вместе так или иначе двигаться в направлении его принятия, потому что тогда мы сможем иметь некоторую законодательную основу, которая позволит формировать вот подобного рода экологические каркасы территории городов. Не всякое дерево, что зеленое, не всякое зеленое, что дерево, и, собственно, не всякое озеленение является экологичным. И разработки Мирджапара Чешукурова о концепции естественного озеленения – это достояние вот на сегодняшний день Кыргызской республики. Я считаю, что это вот очень важные подходы. И они заключаются вот в чем, что для озеленения нам нужно использовать местные виды, да, и важно использовать их ярусами, да, то есть что мы не только сажаем, например, высокие деревья, да, но мы должны использовать различные кустарниковые формы второго яруса, да, первого яруса травы, и это все должно быть локализовано, да, то есть местных видов. Почему это так важно? Потому что когда мы используем виды интродуцированные, привезенные откуда-то, они требуют гораздо большего вклада энергии в их, в обеспечение их жизнедеятельности, да, в их поддержание ежедневно. Это и полив, это и защита от всевозможных вредителей и так далее. А вот подход, связанный с использованием местных видов, он позволяет снизить количество используемой энергии на поддержание вот этой самой зеленой инфраструктуры, да, вот этого каркаса. Но и это еще не все. Дело в том, что почему так важны там кустарники и травы? С одной стороны, они создают естественность ландшафта, да, то есть они привлекают птиц местных, локальных, они привлекают насекомых, и вот эта система позволяет бороться с вредителями, регулировать численность различных видов насекомых, птиц и так далее. Да? И вот именно из таких участков должен создаваться зеленый каркас города. Вот вы знаете, что очень модные являются вот такие вот зеленые газоны, да? Но, к сожалению, зеленый газон не адекватным, да, или сбалансированным. Почему? Потому что это только один вид. И, конечно, это выглядит замечательно и красиво, но зачастую это и он вносит, конечно же, свой вклад в снижение температуры, в частности, в борьбу с изменением климата, потому что зеленый газон снижает нагрев поверхности. Но с точки зрения вот этого вот принципа, да, вот второго принципа ренатурализации городов, это не работает. То есть он требует определенного ухода, и он не вносит вклад вот в такое в создание, да, так скажем, самой правильной, да, зеленой инфраструктуры. И вот мы неоднократно тоже обсуждали с моими коллегами, вот с Дмитрием Витошкиным, с Дмитрием Переяславским, с коллегами из Арчи, что доступность, почему каркас? Потому что доступность должна быть для жителей города Бишкек, там порядка, Бишкек и других городов. Очень приятно, что здесь люди из других городов тоже участвуют, порядка 500 метров. Почему? Потому что это та территория, которую может, например, преодолеть без использования транспортных средств мама с коляской, да, или пожилой человек. И именно поэтому вот важно говорить о таких, каких-то индикаторах. И этот же индикатор так или иначе звучит в рамках целей устойчивого развития, да, в частности ЦУР-11, когда речь идет об открытых общественных пространствах. Вот на это тоже важно обратить внимание. И эта картинка вот тоже иллюстрирует зеленый каркас города Москвы. И, собственно, когда мы говорим о каркасе, мы должны понимать о разных элементах этого каркаса. Вот здесь мы с вами окажемся в другой части мира, да, и увидим, и вы видите это по тем растениям, которые здесь находятся. Но вот что здесь важно, да? Что нам важно связывать коридоры, связывать вот эти зеленые коридоры, помните, вот эти миланские лучики, друг с другом и создавать переходные точки, да, переходную инфраструктуру для людей, да, то есть как переходить к общественному транспорту, к пешеходным дорожкам, велосипедным и так далее. И вот как сегодня вы совершенно правильно вначале отметили, да, это волны жары, да, это одна из проблем
для городов Центральной Азии и для Бишкека в частности. И вот вы можете видеть, да, это такие специфические системы, которые позволяют рассекать лучи и создавать, ну, с той или иной степенью, да, плотности тень. И это могут быть вот такие как раз площадки, либо закрытие тротуаров, либо площадки для перехода между разными элементами вот этого вот зеленого каркаса. Ну и, конечно, точки, да. В зеленом каркасе должны быть предусмотрены различные точки. И вот остановки общественного транспорта, которые есть в каждом городе, их достаточно много, они тоже могут быть точками некоторой адаптации, отдыха, да, потому что на самом деле люди довольно много времени проводят, находясь на территории, на остановках общественного транспорта. И вот мы здесь, конечно, у нас была большая, долгая дискуссия, в том числе вот и с Зоей, как они должны быть обустроены в контексте изменения климата. Ну и, конечно, их роль должна состоять в том, что они должны обеспечивать защиту для человека. Да? И вот вы видите здесь как раз пример двух разных подходов. С одной стороны, вы видите умные модульные остановки как технологическая мера, да? А с другой стороны, вот остановки общественного транспорта как технологичная, но и природная мера, когда она озеленена, и это позволяет создавать вот такой локальный микроклимат, потому что зеленые растения, они не только способны защитить от перепада температуры, от ветра, например, но они способны создавать вот оптимальные влажностные характеристики той территории, где они находятся. Да? То есть здесь будет, ну, мне кажется, достаточно приятно ожидать общественный транспорт. Ну, плюс ко всему, конечно, фильтрация. Да? И вот подобного рода сооружения, тут вот тоже дискуссионный вопрос, да, что содержать дешевле? Да? Вот такого рода технологичное решение или вот такого рода смешанное решение. Но это, опять же, на предмет дискуссии, да, про это можно говорить и обсуждать. Касаясь связанности, конечно, должны быть островки прохлады, да, островки мест отдыха для горожан, и потому что именно они дают возможность горожанам полюбить свой город, да, сделать его более комфортным, благополучным и так далее. Ну вот здесь есть разные решения затенения мест общего пользования. Это зеленые островки, как вы видите, да, которые позволяют просто уменьшить территорию накала, да, уменьшить территорию разогрева. Вы знаете, что в Бишкеке, да, особенно вот женщины, которые ходят на каблуках, да, на тоненьких, что это крайне сложно двигаться по раскаленному асфальту на каблуках летом. Ну и это территории общего пользования, которые также, с одной стороны, вот создают и теневые какие-то пространства, но и дают возможность где-то посидеть, передохнуть. А если добавить сюда еще и фонтанчик, питьевой фонтанчик, о котором мы будем дальше говорить, то это тоже может быть вот такое вот место отдыха, релаксации и в том числе адаптации, потому что оно позволяет, замедлять вот этот вот темп потоков, антропопотоков, да, человеческих потоков на каких-то элементах инфраструктуры. Вот с этой стороны вы видите соединение, да, садово-парковых зон с зонами рекреации, потому что обычно это всегда вопрос, да, как соединить растущие деревья, чтобы их никто не ломал, и места, которые можно там поваляться на травке. Да, здесь используется газон, но газоны могут быть разные, то есть они могут быть как вот как бы однотравные, да, то есть одновидовые, да, а так и газоны, которые могут быть разновидовые, это газоны разнотравья, да, так называемые, которые гораздо эффективнее и могут привлекать и птиц, насекомых и так далее. Конечно, вот водные артерии, да, водные потоки в городах имеют большое значение. К сожалению, мы видим пока вот то, что происходит в городе, они не так активно используются, как рекреационные зоны, как зоны увеличения прохлады. Но вот буквально недавно я была в Аше, и вот Биктимир не даст соврать, что в Аше Акбура
она поросла такими замечательными пойменными зарослями, да, и за счет этого увеличивается количество влажности, которое есть по берегам реки. И вот этот пример я хотела привести, это пример из Южной Кореи, из Сеула, но пример этот примечателен не только картинкой, которую вы видите, но еще и процессом, который происходил за рамками этой картинки. Дело в том, чтобы вот спроектировать вот эту территорию, да, это была проведена большая работа по интеграции жителей для того, чтобы вот спроектировать, как они видят набережную, для чего, какой функционал набережной может быть использован вот жителями. И вот вы видите, да, что в итоге это пешеходные дорожки, да, это где-то велосипедные тоже дорожки, в большей степени, конечно, пешеходные, потому что спускаться довольно сложно. Но пройтись вот здесь, вот особенно по берегам реки, могло бы быть достаточно, гораздо приятнее, потому что здесь больше влажности и так далее. И у нас здесь тоже была большая дискуссия, потому что это вопрос, связанный в том числе и с чрезвычайными ситуациями. Понятно, что для каждой реки это не будет работать, да, но для реки с определенным водостоком, с определенной скоростью реки, в принципе, это может быть использовано. И это может быть использовано в разных вариациях. То есть это могут быть и какие-то определенные террасы выхода к воде, да, пусть не обязательно дорожки вдоль, но использование рек, вот территории вдоль рек в качестве пешеходных или каких-то других дорожек позволит в том числе, уменьшить нагрузку на тротуары. Вот тоже это другой пример. Это пример включения неудобных территорий в каркас, в экологический каркас города. Потому что практически в каждом городе есть территории, которые обычно замусориваются, они не используются никак, потому что они, собственно, совершенно неудобны. И вот пример вот этой территории, это Братислава, я хотела показать в двух аспектах. То есть, с одной стороны, это город дружественный людям, да, с другой стороны, это затенение как мера адаптации, а с третьей стороны это возможность, помните, управления водой, да, то есть управление потоками воды, потому что вот это место как раз инфильтрации дождевых вод вот внутрь, в грунтовые воды и с возможностью их удержания для того, чтобы меньше использовать потом воды для полива. Опять же, тоже хотела сказать про Братиславу, что в Братиславе была разработана специальная стратегия, и вот фокусом этой стратегии была, с одной стороны, защита наиболее уязвимых групп городского населения. Вот обратите внимание, кто это: и пожилые люди, бездомные, дети, одинокие пенсионеры и так далее. Минимизировать углеродный след города, вы об этом говорили на предыдущей, я думаю, лаборатории, да, встрече. Ну и внедрение зеленых и мягких мер по адаптации к изменению климата, использование дождевой воды и зеленой инфраструктуры. Тоже очень интересный опыт, мне кажется, Братиславы, на который стоит обратить внимание. Ну и вот раз уж мы заговорили о детях, о пожилых, о разных социальных группах, то мы должны говорить, конечно, и о социальных объектах. Практически каждый социальный объект – это предмет пристального внимания, на который стоит обратить внимание с точки зрения его адаптации. Да? И в Кыргызстане работают санитарные нормы и правила, которые регулируют, как должна быть обустроена территория вокруг школы. И то, что вы сейчас видите, это разработка, это визуализация санитарных норм и правил. Конечно, здесь мы чуть-чуть добавили, так скажем, новеллы, да, в качестве всевозможных вот таких солнечных установок, но это ровно для того, чтобы эти вещи тоже уже вписывались в представление людей. Но обратите внимание, что достаточно большая зона озеленения должна быть организована вокруг практически каждой общеобразовательной организации, детского сада в том числе, и организации здравоохранения. Потому что ведь, вы представляете, да, насколько зачастую, да, сложно обеспечить должный температурный режим в зданиях школы, больницы и так далее. Так вот, зеленые насаждения, особенно вертикальное озеленение, позволяет решать эти проблемы с минимальным использованием энергии. То есть летом это будет затенение, а зимой это будет снижение ветров и снижение теплопотерь.
Ну и, конечно, организация максимально дружественной и благоприятной территории на территории образовательных организаций, и не только. Но это вот тоже один из примеров, а каким образом, это причем пример, который был разработан нашими кыргызстанскими дизайнерами, архитекторами, это внутренний дворик 65-й школы. Внутренние дворики у типовых зданий и сооружений у нас достаточно частое явление, поэтому их как раз можно использовать для того, чтобы вот ученики или сотрудники, да, тех или иных организаций могли выходить и вот чуть-чуть дышать прохладой, да, и дышать воздухом летом, может быть, там гулять зимой и так далее. Вот тоже очень важный подход – это создание и затенение спортивных зон. Ну вот здесь вы видите, что деревья еще маленькие, да, но через какой-то момент тут не только туйки, там дальше есть это чередование туек и других, значит, листовых, собственно, растений, да, которые позволят через какой-то момент вот затенить эту спортивную зону. Но важно, кстати, думать вот сразу о том, а как это будет организовано. Это тоже территория 65-й школы, то есть здесь был просто пустырь, и благодаря вот родительскому комитету тоже был создан вот такой объект, да, который через какой-то момент будет работать в более теневом режиме. Коллективные огороды в городе. Конечно, много спорных вопросов, особенно с нашим воздухом, особенно в нашем городе. Но, опять же, обойти его невозможно, потому что это тренд в развитых городах Европы и Америки. Во-первых, это сплочает местное сообщество, да, потому что здесь это можно вместе что-то выращивать, да, это подвижность, да, то есть, соответственно, это вклад в здоровье человека. Во-вторых, конечно же, это адаптация к изменению климата, потому что больше территорий у нас за счет усилий самих горожан, будет в минимальной степени подвержена вот этим климатическим изменениям, нагреву, да, большему разогреву и так далее. То есть и здесь замыкаются как раз вот циклы и воды, да, и температура снижается, да, и ветра циркулируют в соответствии с теми температурными характеристиками, которые вот здесь вот есть. Питьевые фонтанчики, я о них уже говорила. И раньше, вы, наверное, помните, нельзя было прийти в парк Панфилова, да, например, и не попить из питьевых фонтанчиков в городе Бишкек. Я сама любила это делать, но сегодня их становится все меньше и меньше. И вот этот вот питьевой фонтанчик, это пример Великобритании, вы видите, что здесь 3 разных высоты. Почему? Потому что вот этот питьевой фонтанчик, он предназначен для животных. Вот этот для детей, а вот этот для взрослых. То есть я помню, что когда я была маленькая, мне было крайне иногда трудно дотянуться до питьевого фонтанчика, в частности, в том же самом парке Панфилова, о котором я говорила. Но вот это как раз попытка такой инклюзии, да, попытка увидеть нужды всех, да, разных групп и даже животных, и так далее. И, конечно, питьевой режим. Мы понимаем, что какая может быть адаптация без доступа к питьевой воде, особенно в нашем жарком климате, где летом может быть довольно суровые температуры высокие, и обеспечение водой, и возможность вот каких-то таких, может быть, нескольких фонтанчиков на самых разогретых улицах или территориях может быть хорошим ходом. Тоже в контексте управления потоками воды это система туманообразования. С одной стороны, вот эта картинка – это Китай. Видите, остановка Китая, где периодически включаются системы туманообразования. А здесь это та же любимая моя Братислава, которая организует вот такие вот системы туманообразования. Это туманные ворота, через которые можно там проходить и охладиться, да, особенно в жаркий день. Это вот как пример тоже на снижение температурной уязвимости, да, населения. Продолжая тему управления потоками воды, довольно большой спектр практик, посвященный управлению дренажными водами, посвященную дренажными, ливневыми стоками и так далее. Несколько моментов. Да? То есть, с одной стороны, ливневые стоки из города, попадая в реки, однозначно загрязняют реки. И организуя всевозможные вот такого рода дождевые сады, да, вот это, например, это называется дождевой сад.
или водосборные леса, да, и различного рода дренажные системы, это позволяет не просто собрать воду и удержать ее в городе для того, чтобы использовать позже, она будет пропитывать территорию и потом использоваться в качестве того, наверное, запаса, да, который будет питать растения, но и использовать растения, которые могут осуществлять фильтрацию стоков. Да? И это здесь нужно сказать, что это одна из важных функций такого рода дождевых садов. И, собственно, здесь мы говорим о разгерметизации, да, что когда мы не интегрируем все ливневые стоки в канализацию, которая идет в очистные сооружения, но мы распределяем их по территории равномерно, накапливаем, и таким образом это один из элементов города-губки. Что такое города-губки, я чуть позже скажу, и мы таким образом объединим этот раздел, посвященный вопросам управления потоками воды. Пористые дорожные покрытия. И в частности, вы видите, да, существуют разные подходы к организации пористых дорожных покрытий. Здесь это своеобразная такая брусчатка, которая позволяет просачиваться стоком. Здесь есть определенного рода такие, асфальтовое покрытие, которое позволяет просачиваться в воде. Тут некоторые примеры, каким образом это устроено. Опять же, для чего? Для того, чтобы вода оставалась там, где она выпадает, и чтобы она входила в этот цикл, в локальный местный цикл, и увлажняла территорию города буквально на всей протяженности города, максимально, где это возможно. Я уже забежала вперед буквально чуть-чуть и рассказала о том, что есть такой концепт, как город-губка, да, или спонж-сити. И здесь такие рисунки, да, они достаточно такие простенькие, да. Обратите внимание, каким образом происходит регуляция этого водного цикла в естественной среде, да. Видите, просачивается везде, да, есть сток, но везде просачивается, испаряется и так далее. И видите, замкнутый город совершенно по-другому. То есть вода, стоки, мы видим четкие линии, да, которые ведут к определенному какому-то источнику воды, да, или как с примером города Бишкек, это канализационный сток или река, и, собственно, на этом все. Пористый город или спонж-сити, он как раз подражает природе. И этот принцип подражания природе – это важный принцип для адаптации современных городов и населенных пунктов к изменению климата. Здесь попытка максимально оставить воду там, где она выпадает. И даже на крышах, даже во всевозможных палисадниках, садах и так далее. Управление потоками ветров. Это тоже очень важный момент, и он связан с тем, что зачастую, может быть, не всегда нужно придумывать новые решения, да, архитектурные, но использовать то, что было до этого. Вы знаете, что город Бишкек, в частности, он строился, исходя из определенной розы ветров, да, для того, чтобы осуществить продуваемость. Мы находимся в такой своеобразной чаше, и воздух с гор, он должен был продувать город и тем самым осуществлять очистку воздуха и снижение температурной нагрузки в летний период. И, собственно, ряд ученых и практиков, в том числе один из них, Адеми Крамбер, он говорит о том, что нужно обратить внимание на интересные с точки зрения города ветра. Интересным ветром он называет ветер, который составляет порядка 4 метра в секунду. И такой ветер должен иметь доступ как минимум к 20% поверхности фасада здания. И тогда это позволит обеспечить конвекцию и обеспечить охлаждение тех или иных зданий. Но эта картинка, она о том, что на сегодняшний день разработано специальное приложение, и здесь вы видите, да, внизу ссылочка на это приложение, у вас у всех будет эта презентация. И это программное обеспечение, программное обеспечение, которое позволяет
просчитать различные ветровые потоки, да, в том или ином городе и оценить ветровой потенциал и дать некие рекомендации о том, каким образом важно соблюдать застройку, где создавать зеленые зоны и как это лучше всего сделать. Мне кажется, для людей, кто занимается профессионально архитектурой городов, это может быть интересно. Ну и, конечно, традиционные знания – это бадгир, это такое устройство, да, которое является частью персидской, иранской традиционной архитектуры. Он устроен таким образом, что потоки ветров это такой большой теплообменник, который работает в доме. Ну, так как вы знаете, что у них довольно высокая температура, да, иногда она разогревается совершенно некомфортной. Такого рода устройства, они позволяют до 14 градусов Цельсия снижать температуру в помещении. И плюс ко всему оно регулируется, там есть определенные задвижки, которые могут в любой момент остановить этот поток или, наоборот, его усилить, уменьшить. А если организовывать там какие-то водные зоны под бадгиром, то, соответственно, регулировать и влажность. Почему он интересен? Потому что он может быть использован в любой момент без использования электричества, что также важно достижение своих целей без использования дополнительных источников энергии. Ну, конечно, вертикальное озеленение крыш – это тоже такой серьезный вопрос. Да, это дорого. Озеленение крыш – это тренд сейчас, по крайней мере, во многих европейских странах, насколько позволяет об этом делать вывод доступная литература. В Кыргызстане сегодня тоже имеются примеры. Я думаю, что все видели замечательную крышу клиники Неомед, которую я здесь привела в качестве примера. Вертикальное озеленение гораздо дешевле, и оно позволяет снизить количество энергии, которое используется кондиционерами, как в зимний, так и в летний период. И оно также является довольно перспективным. С другой стороны, к сожалению, оно не так активно развито у нас на сегодняшний день в стране, хотя потенциал для этого есть. Есть придомовые территории, где вполне можно это обеспечить. Но мне кажется, это вопрос, опять же, некоторых коллективных усилий, коллективных договоров, товариществ, всяких собственников жилья и так далее. Но это больше технологическая мера, мы о ней тоже обсуждали. Любые светлые поверхности, как вы знаете, отражают тепло, темные притягивают. И, собственно, это опыт Греции и опыт Лос-Анджелеса. Греция, вы знаете, что там очень много замечательных, очень красивых белых домов, и это не просто так, потому что они отражают свет солнечный и тем самым снижают тепловую нагрузку. Да? И вот здесь приведены тоже данные, насколько это может быть. Покраска крыш светлой краской, где-то в каких-то климатических условиях такой ход есть, но нужно здесь всегда помнить, что летом это будет работать как адаптационная мера, но зимой не совсем, потому что такая крыша не будет нагреваться, а, соответственно, мы будем терять тепло больше, чем получать от солнца. И улицы, покраска улиц, вот вы видите, что это тоже одна из адаптационных практик, и в Лос-Анджелесе это прям такой серьезный проект, порядка 35% улиц Лос-Анджелеса будут окрашены в белый цвет, и по их прогнозам температура там снизится порядка на градус. Да? Источники я привожу, к сожалению, я не все источники смогла привести вот здесь в конве, но я с удовольствием поделюсь презентацией, которая у меня, как обычно, привычно в PowerPoint, там есть все ссылки. И закончить свою презентацию я хотела бы на таком маленьком ребусе. Обратите внимание, такие фотографии, да? Как вы думаете, что это такое? Да, вы можете писать в чат или говорить голосом, как удобно. Коллеги, меня слышно? Да, слышно. Мне кажется, друзья, пишите в чат, правда, хорошая загадка. Что вы думаете? Только Бектимир, ты не пишешь в чат, потому что мы уже проводили большое обсуждение, и да, с коллегами, с ребятами,
И в этом смысле, кто участвовал в этом обсуждении, я попрошу только пока вот 2 минуточки воздержаться. Так, пишут мини-пруд, песочница, сломанная карусель, Ага, да, бассейн, бассейн или фонтан. фонтан, да-да-да. Да, Нурдана, да, привет. Да, и тебя Раньше тоже. во дворах устраивали такие маленькие бассейны, когда вот, была Да. территория, вот, и он, видимо, был заброшен, замусорен, почистили, и вот, наверное, сделали вот Да. так. Совершенно верно, да, коллеги, вы совершенно правильно отметили. Действительно, это я делала фотографии у нас в микрорайонах города Бишкек. Когда-то, во времена Советского Союза, это были такие маленькие, вот в середине фонтанчик, как совершенно правильно вы написали, и такие маленькие бассейнчики, да. Но они были сделаны для того, чтобы снизить температурную нагрузку, потому что в Бишкеке всегда было достаточно жарко. Но на сегодняшний день вы видите, в каком они состоянии, и у нас состоялась дискуссия с нашими молодыми активистами по поводу того, что, коллеги, примите там в участники, просто, вот, что может ли такого рода решение быть адаптационной практикой для городов Центральной Азии? И если да, то как? То есть если раньше они использовались, я просто помню себя в детстве, что раньше это использовалось в том числе как маленькие детские бассейны и так далее. А вот сейчас, может ли, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл, да, или нет? Это, собственно, вот один из вопросов на нашу общую дискуссию. Может быть, мы можем вернуться к этой дискуссии попозже, когда мы будем обсуждать, что может подходить для города Бишкек. Вот. Но для меня было это очень интересно узнать, как вы видите, да, что это такое, потому что я понимаю, что достаточно большое количество людей уже не очень понимают, да, не видели это в действии. И на этом, если позволите, я закончу свою презентацию. Я и так, мне кажется, перебрала время. Спасибо большое.